Ну что, дорогие друзья, всем привет! Снова мы в телевизоре и параллельно на радиоволне FM 107.1, радиошоу «Соседи». И сегодняшний наш гость – специалист по этикету Пелагея Григорьевна Аргунова, Северо-Восточный федеральный университет, психолог. Здравствуйте! Добрый день! С наступающим вас Новым годом! Вас также взаимно! Ну, смотрите, мы хотели сегодня поговорить о том, что в Новый год, что не пожелается, то и обычно сбывается. А вот как сделать так, чтобы наши пожелания в новогоднюю ночь сбылись как можно, так сказать, эффективнее, или как там, 100%, ну или во всяком случае как бы 99,5%, чтобы то, что мы пожелали, оно сбылось. Как это сделать лучше? Потому что бывает так, что люди на клочке бумажки лихорадочно перед боем курантов записывают свои пожелания, потом сжигают эту бумажку под бой курантов, залпом выпивают этот бокал шампанским, и в итоге... Да, изжога. Или еще что-то, может быть, хуже. Но ничего не получается. У меня был такой опыт. Ну, как сделать-то так, чтобы... Я, кстати, тоже уже как бы практикую здоровый образ встречи Нового года. То есть я не жгу свои пожелания. Ну, как сделать так, чтобы их нужно все-таки зафиксировать как-то в письменном виде? Или, может быть, в голове как-то четко вот так вот? Совершенно правильно. Ну, я думаю, что... Совершенно правильно, Юля, говорите, да? И я думаю, что такие события, как Новый год и предновогодние дни, и дни рождения, это такие важные, в общем-то, события, да? Очень важные события в жизни каждого человека. И я считаю, что нужно как-то вот сформулировать правильно, во-первых, свое желание. И это очень важно. Некоторые, например, не думают, как сформулировать, да, именно правильно, конкретно. Некоторые очень много говорят в душе, во внутреннем монологе своей, очень много говорят, что это... не сбывается. А потом они начинают сетовать на то, что почему и они не сбываются. Формулировка желания – это важный момент. Так, люди не это помнят, важный момент. что они это очень важный, да. Конкретно нужно сказать, чего ты хочешь, да. И кроме этого, бывает так, что... обязательно, да, эмоциональный подъем, позитивный настрой, при этом желание. И не путать свое желание с потребностями, да, с нуждой. Некоторые путают. Вот, например, желание, оно должно всегда притягивать такое радостное состояние, эмоциональное, позитивное. А потребность, нужда – это всегда напряжение какое-то. Вот, например, у меня нет хорошего праздничного платья, наряда нету, да, и, значит, в суете мы начинаем, значит, устраивать шопинг, да, это напряжение. И покупаем, какой вроде бы и подходит по фигуре, и по цвету, и то, что я хочу, и так далее. Вроде бы. Но не было тут одного желания, например, визуализация еще желания. Надо визуализировать обязательно желание, чтобы представить себя в этом наряде, да, какая я буду, как подходит ли к моему гардеробу, да, что можно дополнить. То есть нужно включить максимально фантазию. Это очень ответственный момент вообще. Желание вообще вот, да, для себя – это очень важный момент, ответственный момент. Не просто так, я хочу, вот, например, вот, отдыхать на Карибских островах, представить себя, зачем это нужно, да, что ты от этого получишь. К чему это приведет. К чему, да, например, или там, скажем. И еще кроме этого, если ты пожелал, я вообще четко хочу сказать несколько шагов при... сотворение вот такого желания, своего собственного желания. Это первое, я сказала, позитивный настрой обязательно. И формулировка правильная, конкретная, не размытая такое, да, четкое, конкретное. Кроме этого, визуализация, я сказала. Своего желания. Да, своего желания. Никаких курантов не хватит. Кино такое, да, кино. Маленькое кино, да. Вот желание, вот я уже получил это желание. Некоторые умудряются записывать список там из прям целый там целый огромный какие-то, надо, наверное, приоритеты, да. Вообще, и поддержание этого
образа, да, вот кино включил кадр, и я, значит, вот желание мое сбылось, и я, значит, вот нахожусь в этом, ну, образе, да, каком-то. Исполнение потом. А самое важное еще, кроме всего, что я сказала, это вера. Да по вере вашей будет вам. Да? То есть не допускать малейшее сомнение какое-то, сомнения, неуверенности какие-то, да, как-то... Может быть, не принижать вот как-то себя, да, говорить себе такие формулировки, опять же, самоутверждающие, я достойна этого или достойна этого, да, и так далее. То есть... сомнений, веры не будет, мечта не сбудется. Ну, я так считаю. Ну вот смотрите, а сколько все-таки желаний должно быть? Например, итальянцы, они под бой курантов едят, мы жгем, значит, бумажки, списки эти сжигаем и запиваем, заедаем, а итальянцы едят виноград. И под каждый, так сказать, бой курантов, бой часов, значит, одно желание, второе, видимо, 12, вот так вот, да? Сколько там стукнет на часах. Это, понимаете, 12 желаний, я так полагаю. А вообще оптимально самое, это сколько? Это одно желание какое-то. Вот пожелать всей душой, всем сердцем и сказать, так, это должно сбыться. Вот прямо, вы как говорите, да, во-первых, его озвучить, пусть даже внутри, в голове, где-то там, да, в душе, так сказать. Потом захотеть, как вы говорите, как кино прокрутить, да, визуально, да, вот это все нарисовать, вплоть там в цветочек это будет у вас, там машинка ваша, Майбах, допустим, новой модели какой-то, или там еще что-то, да. Ну, то есть, действительно, надо сосредоточиться. Это получается сколько, за вот этот коротенький, за минутку, это же, нереально вот там целый список там как-то. Я хочу то-то, то-то. Так, я еще забыла вот это, вот это, вот это. То есть, конкретно, Юля, вопрос. Я не уловила. Сколько желаний оптимального? Оптимальный, я лично на собственном опыте думаю, где-то, не более 5. Не более 5. 5, в общем-то, да. Мне кажется, это мало, да? А мне кажется, многовато. Вообще исполняются очень сильные желания. Сильные. Зависит от мощности. Насколько вот силу вы прилагаете, внутреннюю энергию, энергетику, да, что я этого хочу. Я вот именно этого хочу. И вообще ведет к этим желаниям, да, ведет наша душа. Что душе нашей надо. Вот. То есть нужно крепко подумать. Да, крепко подумать. И вообще, мне кажется, это желание... Сейчас уже поздно думать? Или как раз самое то время, когда задуматься? Надо прислушаться к своей душе, да, что она хочет. Что она хочет. В общем, сейчас в каких-то побегах по магазинам за подарками. Люди забывают. Вы, пожалуйста, свою душу послушайте, стоя в очереди к кассе, чего же она желает в этом году получить. Если говорить о формулировке, да, очень много... у нас народ образованный, да, и нужно как-то вот формулировать свое желание без частицы «не». Да? Я не хочу этого там и так далее, да? Как-то говорить, например... Я хочу нового мужа, но пусть он будет не толстый. Вот, например, смотрите, бывает, я хочу мужа надежного, и все, и точка, да? А этот муж, кроме надежности, ничего из себя не представляет. Опять же, нет работы, ленивый, значит, потом еще... надежный же. Надежный, да, ленивый. Потом что еще? Прикладывается, будем говорить, так, что не есть хорошо. В принципе, можно такого получить, да? Да, такое получить, да. Если попросить. От того, то есть нужно очень ответственно, я повторяю, это очень ответственно. В деталях как бы представить, чего мы хотим. Да, конкретно. Вот, и потом представить себя, насколько мы знаем себя, нужно это нам или нет. Оценить это. Вот надежный человек и все.
а может быть такие недостатки, которые нам совсем не нравятся. А еще смотрите, вот, Пелагея Григорьевна, некоторые люди пишут свои желания в списочек такой. Вот я знаю одну тетеньку, она это делает и говорит, все это получается. Она, ну, может быть, действительно, она садится, это целый ритуал, значит, серьезно очень. Всем семействам они записывают вот такие вот писульки. Потом они это все запечатывают и укладывают. Потом вместе с елочкой они вывешивают на елочку. Все эти каникулы висит. Это желание их письмецо, ну, Деду Морозу, видимо, или кому. А потом это все укладывается в коробочки и на следующий год вынимаются, и они читают каждый, и каждый помечает, ну, я не знаю, как они обсуждают, видимо, как круглый стол у них там семейный или что. Ну, в общем, выясняется, что сбылось, что не сбылось, как говорится. Вот так вот. Это тоже как вариант или как? Ну, это, наверное, у них традиция, да, в этой семейной традиция. Да, семейная традиция. Я опять не уловила. Нет, но в плане того, что да, это можно. Люди, когда садятся, они обдумывают каждый свой шаг. Вот, да, ну, то есть реальность и, как говорится, желание, оно не приходит спонтанно. Если человек все время в движении, то есть в развитии, да, находится как бы в пути, да, то, мне кажется, желание, он внутри, оно рождается. Оно появляется ниоткуда, да, потому что, как известно, у нас есть душа, которая что-то постоянно хочет. Да, и думаю, что надо прислушаться, я и повторяю, да, прислушаться к себе. Вот. Юля, говорите вы, что вот в суете, да, думать некогда и так далее, да. Но я думаю, что если человек находится все время в процессе самопознания, да, в пути, то, мне кажется, оно будет всегда там внутри жить, это желание. Вот. Ну, я моменты сказала отрицательные, когда не путать надо нужду, потребность с нашим желанием. Это совершенно разное. Мне даже кажется, желание – это ну, вот какое-то развитие. Развитие. Потому что этот человек проживает это свое желание, и оно появляется. Если он движется вперед. Желание, оно должно нас как-то приподнять, как-то сдвинуть нас, да, вот от того, какие мы сейчас есть, какой-то духовный рост или что-то в таком духе. Вообще-то в целом надо говорить, что самое главное, основное желание, мне кажется, да, это чтобы совесть наша была чиста. Вот. И желание должно быть полезно. Коррупционеры особенно. Нет, желание, чтобы оно было полезно не только, опять же, себе, оно приносило радость и близким. Вот, даже так. Не даже так, а так должно быть, я считаю. Чтобы самое основное, главное желание, это чтобы совесть наша была чиста, и чтобы мы, как говорится, жили, ну, даже я повторюсь, наверное, да, экологичность какая-то нужна при желании. Чистота. Чистота помыслов. Да, чистота помыслов, да. Так как известно всем, да, что мысль материальна. Да? Вот, да. Да, мысль материальна. Вот. Ну, вот так вот. Ну, то есть, друзья, вот смотрите, значит, ни в коем случае нельзя употреблять какие-то отрицательные частицы, да, речи, так скажем. Нет, там не может быть, ну и там принижающие, занижающие нашу самооценку, само желание. Желание должно быть с чистым помыслом каким-то, с чистой душой, да, адресовано, так сказать, чтобы... Мотивация была, чтобы и какое-то то, что принесет вам рост какой-то духовный, душевный, чтобы вы как-то вот, да, подросли в собственных даже глазах, да? Да. Как бы так. И, естественно, если вы в собственных глазах подрастаете, соответственно, обязательно заметят и окружающие. Конечно. Перемены, которые произошли и, естественно, а потом это повлечет за собой и положительные какие-то перемены, сдвиги в лучшую сторону вашей жизни. Еще тут я несколько такой маленький комментарий скажу. Если бы все наши желания исполнялись бы, мне кажется, жизнь была бы адом. Просто адом. Потому что есть такие желания, которые вообще, вот как мы сейчас повторились, да, такие желания, которые в принципе вам не нужны были, а вы почему-то возжелали этого, да. То есть это очень ответственно вообще-то, желать что-то. Ну и, кстати... Вот представим, что все желания людей исполняются, да, а бывает же желание совершенно ненужное.
ненужное. План Барбароссы. Или там столбовой дворянкой хочу быть, да, и постоянно вот эти желания растут и растут, что-то такое материальное, и то, что в конце концов все равно этой старушке-то и не принесло, как в той сказке, да, счастье, она осталась у разбитого корыта. Ну, то есть вот, чтобы таких вот вещей не произошло, мы должны как-то свои желания очень-очень осторожно формулировать. Время еще у нас есть, слава богу, да, сегодня 30-е, еще завтра у нас целый день, как говорится, на раздумья, да, так что сегодня вечерком, когда будете укладываться спать, задумайтесь, а чего же я хочу? И, кстати, мы же и подводим итоги, так сказать, за уходящий год, чего мы достигли. Проанализировать все. Да. С каким сердцем, с какой, как сказать, с каким итогом мы вступаем, так сказать, вот в Новый год, чего мы хотим добиться в Новом году. То есть вот примерно наши желания должны быть вот как раз направлены в позитивном ключе, в позитивном русле себя, соседей, окружающих, своей семьи, своих родных, близких, друзей. То есть, ну, как-то и врагов тоже, слава тебе, Господи, чтобы все у них было, да, все хорошо. Ну и еще вещь такая очень важная и немаловажная, как подарки. Конечно, сейчас вот суета, делаем набеги, побеги, забеги по магазинам, ищем подарки, хотим сделать что-то, или, может быть, кто-то мастерит своими руками. Но как угадать так, чтобы эти подарки были приятны человеку? Потому что, ну, я по своему опыту хочу сказать, ну, мне, наверное, очень трудно угодить с подарком. Мне бы лучше деньгами. Да. Ну, самый простой, наверное, сейчас вот способ, да, вот способ или выбор, это подарить сертификаты, да, подарочные, чтобы человек сам дальше вот варьировал, то есть у него больше было возможностей что-то там по своему, да, желанию что-то реализовал. Еще есть, ну, без вариантов, наверное, будет всегда дарить, что еще, кроме этого, билеты в театр, например, да? Да? Если любит человек нет, театр. но если то любит... есть надо знать, что увлечение этого человека хорошо знать. А бывают же ненужные подарки. Ненужные, да, кстати. Ненужные совершенно. К сожалению, обычно бывает так, что... И вообще по статистике большинство людей обычно подарки, ну, как бы, они не угадываются дарителем, и человек как бы... И вот, знаете, вот здесь вот такое вот некое... иногда подарки. Да, получается такое мягкое насилие как бы над человеком, да? То есть ты не имеешь права отказаться вроде как, и все равно тебя подарок этот не радует. Да, не радует. Да, бывает так, радости. что прямо вот из ближайшего киоска тебе купили там какие-то, я не знаю, сувениры, и тут же принесли, подарили, да? Вот насчет передаривания, что вы думаете? Вот ненужных подарков. Думаете? Многие, кстати, практикуют это в своей жизни. Да, и это правильно, и это правильно. Да, ну, чем на помойку выбрасывать. А вдруг кому-то пригодится. Да. А есть риск, что этот подарок тебе и вернется через год. Ну, к этому вот вообще вот к этим поступкам тоже надо относиться очень-очень тоже так осторожностью, да, с осторожностью, потому что, да, совершенно правильно, Юля, говорите, что ваш подарок, значит, передаренный вами, ну, например, начальница подарила, да, в день рождения вам подарок. И где, значит, гарантия, что она не увидит этот подарок, свой подарок, на ком-то другом, да? Это же будет что? Так что нужно дарить подальше. Надо все, да, подальше, да. Все продумать надо. Но все-таки от чего нужно отталкиваться? От личности, вот кого вы одариваете, или ну что надо вот предполагать? Я думаю, что человек сейчас, многие же знают, да, что, например, духи, например, женщине что подарить, да? Духи нужно, это очень деликатная вообще тема, вообще тема о подарках. Да. Духи, женщинам украшения. Не надо, украшения можно, да, духи можно подарить только любимой и любимой женщине, мне кажется, потому что знать, да, и знать ее, да. Ну, её кстати, вкусы. вот Ким Кардашьян, она же пишет своему супругу списки просто-напросто. Вот она как-то умная женщина. Это тоже выход из положения. Она пишет мужу: Да. хочу то-то, то-то, то-то. Да, это ну, очень, то есть, хотелось Сейчас бы. тоже ну, или выход. Как, да? Кроме вот. сертификатов напомнили мне, что вот надо говорить четко, что я хочу, чтобы вы мне подарили.
Многие сейчас стали, значит, так делать, так поступать. А бывает так, да, что муж, как бы, у которого со вкусом ой-ой-ой, и он жене покупает там какое-то украшение, а супруга, в общем-то, она вроде как и принимает. И вот в такой вот она ситуации, когда она вот это кольцо уже не наденет никогда. Вечер надела, ну, порадовать супруга, а потом уже как бы, ну не нравится эта вещь, потому что не по вкусу. И что ей. делать тогда? Да, вот что делать. Вот что делать. Можно ломбард сдать. Да. Подарить кому-то. Да. Подарить кому-то, опять же, да? Нет, но мне кажется, что сейчас вот в других странах от ненужных подарков, они с ненужными подарками, они даже устраивают что? Аукционы. Да, это принято просто. Никто не выбрасывает ненужные. Но совсем некрасивые, конечно, негодные, потрепанные, бывшие в употреблении. Конечно, можно что-то с ними вот... Ну, посмотреть еще, да, какой значимости это. Ну, то есть новые... Очень важные и дорогие подарки, сделанные собственными руками. Это тут энергетика положительная, да, позитивная такая, что человек именно для вас, исключительно для вас, вот, то есть решил, да, как раз-таки... Да, очень важно. Или же, например, стаканы с фотографией, да, вот такого стакана, такого фужера или там бокала, или там, я не знаю, какой-то вещи нету ни у кого. Абсолютно. С фотографией, например, да, с надписями со своими, да, какими-то авторскими. Это очень тоже, ну, положительная энергетика. Ну, то есть фантазия здесь может разыграться. Подарки может нести, опять же, энергетику положительную или негативную, да? Это мы тоже знаем. Ну, давайте поясним, но, может, кто-то не знает. Ну, во-первых, подарки, они должны всегда приносить что? Радость. Я опять же говорю, небрежно сделанные подарки, например, я повторяюсь, киоска, вот рядышком киоск, я миллион раз прохожу мимо этого киоска, и все время вижу этот сувенир запыленный, там за стеклом валяется. И этот сувенир, оказывается, вот спешил... Значит, ко мне. Да, вот спешили, значит, приглашенные гости, и вот прихватили в киоске этот сувенир и попал ко мне, да? Ну вот, и что вы думаете, какая энергетика может быть у этого подарка? Изначально. Нет, То есть некоторые очень любят, есть люди, которые очень любят делать подарки, да? И для них это радость. Они очень избирательно к этому моменту относятся, вообще так это ответственно. И они вкладывают вот в этот подарок просто такую положительную, представляют этого человека, радость, то есть, да, и так далее. Дарят часть себя, часть своей жизни. Не зависит от, значит, стоимости этого подарка, абсолютно. Стоимость это вообще... Не играет роли. Вообще не играет никакой роли, не имеет значения. То есть какой-то пустяк может быть очень-очень дорогим сердцем. Очень дорогим, для если сердца, кого одариваем. Да, кого одариваем. Даже маленькая какая-то вещь, совершенно она ничего не стоит, да, просто абсолютно, если так подумать в финансовом таком варианте, да, абсолютно. Но сделанное с душой и просто вот, чтобы принести тебе радость, да, и так далее. Ну, это позитивно. Это позитивно. А есть подарки невзначай, лишь бы формально, да. Это, конечно, никакой энергетики не несет. А как себя, вот, понимаете, отгородить вот от того же пыльного какого-то сувенира, допустим, да? Но вот от этой вот энергетики. Но ты же не имеешь права отказаться. То да, есть, конечно. Ты же не будешь швыряться этим подарком, как говорится, да, и портить им настроение за столом праздничным. А как вот сделать так, чтобы и себя огородить, и, как говорится, лицом не упасть, как говорится? Вот. Ну, мне кажется, что надо принять этот подарок. И, опять же, не обидеть человека, который все-таки что-то там потратил время, да, значит, какие-то финансы, да. Ну. Опять же, надо поддержать этого человека, я считаю, каким-то образом, но потом, значит, как бы, ну, невзначай или как-то очень-очень тихо от этого подарка
Отдалиться. Ну, в общем, в чулан куда-то, да, его? Так, ну, друзья, сегодня мы с вами говорили о том, как сделать, так сказать, незабываемой ночь перед Новым годом, как сделать рукотворным чудо для самого себя и для своих близких, как одаривать, как делать правильно подарки, как выбирать подарки. В общем, мы сегодня говорили об этом, обо всем с нашей дорогой Пелагеей Григорьевной Аргуновой, специалистом по этикету из Северо-Восточного федерального университета. Большое огромное спасибо. Поблагодарим нашу гостью с наступающим праздником. Большое огромное спасибо, что пришли к нам, нашли время, уделили. О желаниях не забудьте, пожалуйста. Большое спасибо. Ну, друзья, в общем, желайте себе всего доброго и, в общем, с хорошей, ну вот, по нашей инструкции. Радио Саха. Первое радио